Вопиющая ситуация сложилась в Хангаласском Улусе. Дома, построенные в самом начале реализации программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, уже признаны непригодными для дальнейшего проживания и подлежат расселению. Жильцы двух домов по улице Заводская в городе Покровске утверждают, их переселили из одного барака в другой. Дома под номерами 17/1 и 17/2 по улице Заводская в Покровске считаются первыми объектами на территории Улуса, построенными в рамках программы переселения из аварийного жилфонда. В феврале 2011 года 32 семьям вручили ключи от квартир в этих двух домах. Новоселы отправились осматривать новое жилье и испытали шок. Я, допустим, пришла в свою квартиру, у меня эти бревна выпирали, вот эти, где вот эти состыковки, мы сами болгаркой пилили, выравнивали. 300 килограмм пахли не хватило, чтобы затыкать вот эти бревна, вот эти все дырочки. Дался в черном варианте. Просто так все было поставлено, в это самое, там гвозди вот такие выдирали, сногсшибательные, не могли. И изначально сразу же линолеум уже был, видно, что он уже такой ходил ходуном, потому что линолеум постелили, просто там ничего нету. Там просто так доски набросали, нечесанные доски, сверху кинули линолеум. И скотчем приклеили, все, бета на этом. А окна видели бы вы какие? А были? Окна какие были? Они вот так вот эту доску даже не обтесали, просто доска, значит, с этими. Я когда начала вытирать вот эти обналичники, да, они на один раз покрасили, вот просто краской. Я себе все руки обзанозила, тряпку порвал, потому что там даже не подровняли, не обтесали вот эти все обналичники. Все, конечно, все в деревянном было, все страшное. Вот такие брусочки были прибиты. Просто а там, когда мы их сняли эти, да, бруски, там пустота сквозная. Мы туда затыкивали сколько тряпок, и все вот это потом переделывали. Шокированные граждане начали отказываться от переселения и хотели вернуться в свои старые аварийные дома. Но там уже успели отключить тепло и электричество. Им ничего не оставалось, как вынужденно въехать в предоставленное жилье. Скрипя сердце, люди начали делать внутреннюю отделку квартир сами, на свои средства, попутно обнаруживая все больше строительных косяков. В тот же год в одном из домов крыша дала течь, обнаружились проблемы с сантехникой и канализацией, постепенно деревянный дом начал оседать. Мы все лето, всю весну здесь делали ремонт, а потом началось осенью, когда пошли ливни, пипец, крыши протекают, эти тазики ставим, все. Тендер на строительство этих домов в 2010 году выиграла компания «Илинбестех». Заказчиком выступила мэрия Покровска. Объем финансирования составил более 40 миллионов рублей. Источник – Фонд содействия реформированию ЖКХ. Просто удивительно, как они выиграли тендер, когда у них на счету было всего 15 тысяч. Они вообще не строители, они вообще просто взятые, вот, видать, набрали каких-то родственников, знакомых. И вот они топором этим орудовали, все это топором. Топорная работа. Это, представляете? Строители также не строят. Как стало известно, еще в ходе строительства домов в прокуратуру и в районную администрацию поступали сигналы о том, что компания «Илинбестех» недобросовестно выполняет муниципальный заказ и затягивает сроки. К сожалению, в то время со стороны Минстроя Республики контроль за качеством строящегося по программе переселения жилья осуществлялся не в полной мере. Контроль со стороны Минстроя осуществлялся именно по срокам ввода. То есть у нас в то время вот таких требований, чтобы проект обязательно проходил госэкспертизу, никаких не было. Соответственно, контроль качества осуществлялся только со стороны района, со стороны городского поселения, которые выступали заказчиками. Тем не менее, несмотря на все сигналы, дома ввели в эксплуатацию, так как в то время малейший срыв по программе переселения влек для республики серьезные последствия. Через год «Илинбестех» объявили себя банкротом и отказались выполнять свои 5-летние гарантийные обязательства. И никто ничего же не делает. Отказ, денег нету. Гарантия 5 лет. 5 лет гарантии мы таскались, сколько комиссий вызывали, сколько мы в прокуратуру ходили, Следственный комитет, сколько здесь писали этих администраций, приходили, жалобы писали.
ВОЗ и ныне там. Никакого сдвига нету. И в Москву писали, и везде. И вот всего спустя 8 лет межведомственная комиссия признала дома по Заводской непригодными для проживания. Вновь жильцы оказались в длинном листе ожидания. Им сразу же дали понять, во второй этап реализации программы переселения, который стартовал в этом году и продлится до 2024 года, они не войдут. Мы в эту программу не вошли. Они сказали, вы получили, вы с этой программы вышли, теперь мы вас на новую очередь ставим по новой. Это на 26-й год. А будет ли еще эта программа до 26-го года? Вообще неизвестно. Из аварийных домов переселили в заведомо аварийные дома. Домовину для усопших лучше делают, а вы же здесь людей живых теряете. Отчаявшиеся жильцы, ставшие жертвами бесхозяйственности властей и наплевательского отношения к своим обязанностям подрядной организации, отправили коллективную жалобу к уполномоченной по правам человека в республике Сардане Гурьевой. В свою очередь, после тщательного рассмотрения жалобы и сбора необходимой информации, омбудсвумен лично выехала с выездной проверкой в Покровск и пообщалась с жильцами дома. Вот видите, какие стены. Во-первых, из бракованного материала сделано. Все бревна, все в трещинах. Там какие-то жучки появляются, червячки, всякие разные. Ну вот мы вот, например, да, ну вот нам пакли не хватило, вот давали вот на собачку драчку паклю. А мы вот все вот полностью вот стены вот этой ватой, матрасами все вот затыкали. Она вообще на сквозную вот эти были. У меня 4 матраса ушло. Даже больше 4, вот каждую щель вот эту вот делали. Она вот так у нас вот, ага, и все равно вот все, вот, потому что пакли не было, мы сами, полы вот холодные. Пожалуйста, вы уже сколько лет здесь живете в этой Ну вот квартире? мы все переехали в 11 году, да, Рая? А в 10-м? Да, в 10-м же, да, Рая, переехали. И сколько делали ли ремонты, и сколько ремонтов было сделано за эти годы? Так, ну, я-то, в принципе-то не делала, потому что у меня, как говорится, не хватает этого. Со стороны администрации... Ну вот, у них ничего не шевелились. У меня, например, своих, финансов таких нету, чтобы... Скажите, пожалуйста, у нас есть представители администрации города, да. Вот ответьте на вопрос. С 2010 года по 2019 проводились ли капитальный или текущий ремонт вот в Один домах? раз вот что было, они вот, Нет, я вот, подождите, не скажу я вот, в каком году, Рая, помнишь это, они вот этим базальтом вот утепляли, это снаружи, а он осыпался, Вы представьтесь, пожалуйста, и скажите, сколько вот за эти годы... Заместитель главы города Покровск. Дом был сдан в 2010 году, да? Принимали, вот как информацию мы получали, то, что очень сложно этот дом принимали, соответственно, отопление было сделано частным предпринимателем и так далее, да. До этого текущие ремонты, как бы управляющая компания, вот вы как рассказываете, утепление делали, да, и в 2018 году, в 2017 были выделены с муниципального образования на утепление полов базальтовым материалом, да, и в прошлом году Алексей Семенович не зашел, да, там порядка 85 тысяч на утепление стен. Ну, это совсем мизерная сумма. Скажите, сейчас вот мы приехали сегодня, достаточно на улице холодно, уже под минус 40. Какая у вас сейчас температура в квартире? Ну, я вот не знаю, градусника-то у меня нету, но вот с полов очень дует. Мы полы не утепляли, потому что у нас финансов не хватает. Ну, я расскажи, сколько градусов. Если картошка на полу у вас замерзла, да, что вы говорите-то? Картошка-то замерзла. Действительно, полы на первых этажах обоих домов сейчас очень холодные. Сам дом деревянный, стоит на деревянных сваях. Управляющая компания совместно с администрацией города проводились кое-какие утеплительные работы с применением базальта, но тщетно. Заглянув под один из домов, Сардана Гурьева обнаружила удручающую картину из изорванных, рассыпающихся базальтовых плит. После выездной проверки в здании администрации Покровска состоялся совместный прием граждан при участии жильцов, Сарданы Гурьевой, представителей прокуратуры, администрации района и города, управляющих компаний. В ходе обсуждения был выработан конкретный план действий для решения текущих проблем, связанных с домами. В первую очередь это измерить и заактировать температурный режим в домах, провести тепловизионное обследование, чтобы выявить места утечки тепла. Кроме того, конечно, мы понимаем о том, что и говорили о том, что не можем оставлять граждан в условиях
когда есть угроза жизни и здоровью граждан. В этой связи пока до переселения, а сегодня нам глава города Покровска сообщил, что данные дома, их переселение включены в реестр по программе переселения на 2028 год. Но сейчас стоят уже морозы, поэтому в настоящих условиях какие можно оперативно принять меры для того, чтобы обеспечить право на жизнь и на охрану здоровья. В этой связи принято решение о том, чтобы утеплить тамбур, восстановить и батареи на определенных этажах, во всех практически подъездах двух домов. И также, сверху, поскольку там тоже дует, закрыть пожарный люк. Кроме того, мы, конечно, понимаем, что сегодня в этих, скажем, фактически нечеловеческих условиях проживают и инвалиды, и проживают дети. Поэтому совместно мы выработали такое решение, что со стороны районной администрации будут взяты на особое внимание дети, которые проживают в этих домах. И по информации жильцов их 3. Я сегодня посетила, приняла на выездной прием и гражданку Т, которая обратилась ко мне по поводу и врачебной помощи, и по поводу нехватки памперсов, и по поводу жилищных условий. И, по ним мы будем дальше вести работу. И со стороны районной администрации в эти ближайшие дни будет организована конкретная работа. Со стороны прокуратуры района будет ставиться вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц, подписавших в свое время акты о приемке этих домов. Сдвиги есть, куда бы мы ни писали, но ощутимую помощь, ощутимо такой реальный разговор я услышала только сегодня. У нас везде, когда мы куда ни обращались, везде были отписки, как-то отговорки, то, что кто-то на кого-то ссылался, тут конкретно. В целях оперативного обмена информацией о ходе выполнения принятого плана действий был создан общий чат в мессенджере WhatsApp, куда вошли все участники совместного приема граждан. В конце декабря должна состояться повторная встреча с участием Сарданы Гурьевой для подведения итогов проделанной работы.